Мы на блошином рынке. Тут Wenn es nicht regnet, ne? Es ist nicht viel. Das ist nicht viel. Die hat ja einen anderen Garten, dass ich dann mit dem Eiglöckchen Nein, die Maglöckler kommen ja jetzt schon noch nicht. Erst einmal immer, wenn es Leute schon... вот всякие, смотри. Посуда, машинки, всякие штучки, видишь? Вон, это что, папа римский? Интересно, книги какие-то старинные. Всякие. Ветер немножко поднимается, и прям слышно, что будет в камере. Шир-шир-шир будет в камере. Я прям уверена. Всякие типа книжки, что ли. Кол Гёл Крими, смотри. У нас Кол Гёл, а тут Кол. Интересно. Die freie CD mit Heimatlieder für ältere Leute. Das ist da was dabei. Тут игрушки из киндера. Бегемотики, динозаврики. Прикольно. Ist das das Silber da oben, das die drei Dinge? Was denn? Das da? Das ist kein Silber. Nein. Меня вот это заинтересовало. Schaut so aus von aller Weiden jetzt. Oder nehmen Sie es mit für 10 Euro. Ist gut. Okay. Пластинки очень популярные. Пластинки, да, популярны, конечно. Ну тут камни. 17 евро. Мне вот это еще понравилось. Ja, aber manchmal, ja schon, aber manchmal Всякие шары. mal was Neues. Дорогие уже такие, знаешь, не совсем барахольные. Цены-то не барахольные. Ого, письма. Письма. Там вот письма. Или по 3 евро. Тоже интересненько. Машинки есть старинные модели, разные тарелки расписные. И вот даже есть шампунчик. Шлемы гоночные, да, мотоциклетные. Старинный ларец. Всего. Сосус? Только нет. Золотые монеты. Все про часы. Все про часы.
выше пошли. Платья. Всякая посуда. Такие статуэтки. И очень много всякой бижутерии. Вот реально куча бижутерии. Ja, aber das ist trotzdem mal Quatsch. Weil von wem hat letztendlich das Geld, das ist doch egal. Ob er jetzt noch einen anderen Mal holt oder was das Geld für die ist, eigentlich egal. Warme. Ich habe schon das heute ganz spontan entschieden, okay, ich frage nicht. Aber im Sommer eher in den Nördlingen. Da hat Anna A. Taschen auf mein Ding drauf und ich habe das offen gehabt. Und der hat Wachs gekauft und mein ganzes Zeug mitgepackt. Такие бутылочки мне нравятся. Такие маленькие. Да, это очень круто. Книги, видите? Очень старые книги. Какой год? Угу. Я посмотрю. Ага. А какого года? Не знаю. Ну, черные сейчас я смотрю, они дорогие. Это что, шкура? Интересно, чья? Лошади? Вот что это такое? Für Lavendel oder für Duftpads. Магазин-то. Сумка с крокодила. Дети. Гринпис меня не порешит. О, смотри, какой. Тут постельная старинная есть. Тут всякие, видишь, вот эти тоже старинные штуки. Всякие виски. Статуэтки, опять статуэтки. Там уголочки. Кто там был? Ежи с прищуром очень прикольные. Как выглядит весь этот рынок. Огромный. Тут прикольно. Прям такие. Der hat eine Friseurin, die schneidest da hinten weg, wozu? Ja, aber sie haben alle mehr da. Ich kenne das. Ich mache es dann auch immer so genau. Auch so. Aber hauptsächlich haben wir uns einen Spaß gehabt. Alles Gute. Камень. А, тут все атрибуты. Да. Коралл. 43-й год. Hier kannst du ein bisschen bilden, Schatz. Das sind die Armbändchen zu den Kettchen auch. Kettchen 4,50 und der Armband, schauen Sie, das passt dann schön zusammen.
постеры. В общем, все это очень интересно. И рассматривать это можно вечно. Вот правда, просто вечно. В общем, вышли мы в барахолке. Тут еще на улице люди немножко торгуют. А мы сейчас с женщиной разговаривали. Вот, на английском, правда, языке, но она знает 50 на 50, 50 английский, английский, немецкий. немецкий, все вместе перемешано. Она говорит, что ее сын знает немецкий, английский, французский и, по-моему, испанский, да? Или греческий. Вот. И латынь у них еще была. И латынь была, да. То есть она спрашивает о вашей стране, какие языки учат, допустим, в школе, в университете. Мы говорим только английский. Один дополнительный иностранный язык. Она очень удивилась, очень. Вот. Такая женщина в возрасте, но она продает из камней всякие штуки. Но было интересно с ней пообщаться. Да. А муж ее ходил вокруг. Ну, они продавцы, вот. Муж ее ходил и делал глазки, что типа она присела вам на уши. А нам, наоборот, было интересно поговорить. Да, ну, оказывается, она и ее муж, они остались без родителей Рано. очень рано. И они не закончили школу, им пришлось... А школа в то время была платная. То есть Да, они по ночам там и работали, и учились. По ночам, днем они учились, и до уровня образования до уровня аспиранта по каким-то наукам. Не знаю, подтянулись. А еще она говорит, что ее муж и в компьютерах много работал. Да, что-то. 50 лет уже работает с компьютерами, там. Да. Ну, а это у них торговля, так, хобби. Да, В общем, вот. Ну, в общем, интересно было. А муж, главное, такой смешной, у нее выразительный такой. У него такое выразительное лицо, мужчина такой, да? И он такой, знаешь, глаза закатывает такой и делал улыбку, и все, смотрел понимающе. Типа она нам на уши она вам на уши присела, типа, я вас понимаю, но делать ничего не могу. Очень было интересно все равно. Ну, нет, а мы-то наоборот. Мы наоборот радовались, что она разговаривает с нами. Да. Потому что с нами же из немцев мало кто разговаривает. А он думал, что мы очень сильно напрягаемся и жалел нас мысленно. Это было очень смешно. Ну, просто он-то живет с ней много лет. Это как, ну, как говорится, уже такое семейное, знаете, с юморком так он это все. Ой. Ну, вот ручей наш этот. Ручей, все зеленое, такое красивое. Вот. Правда, сегодня пасмурно. После ливня. Да. Деревья практически все уже зазеленели. Но сейчас пейзаж не очень в телефоне. Потому что, ну понятно почему, да. Потому что серое небо. А так, на самом деле, вот когда солнце выходит, прям зелено, все так красиво. Цветы везде цветут. Вон, видите, вдалеке нарциссы прям кучами цветут. Я себе за евро один ножичек перочинный. Перочинный ножик. Ножик перочинный. Перочинный ножик. Есть такое стихотворение, знаете? Перочинный ножик. Ножик перочинный. В общем, вот такая вот история. Там все время повторяется перочинный ножик, но с разными эмоциями. Это юмор такой у нас в детстве был. Кто-нибудь, может, помнит об этом. Видите, как тут? Вот. Хочется спеть, как сказать, как красиво в Германии березы шумят, и гармошка играет, да? Ну, пока трасса шумит. Трасса шумит, гармошка в голове играет уже от всех этих изучений языков и так далее. Ну, в общем, вот, мы пошли, в общем, домой. Так, сходили мы сегодня, видите, сколько цветов цветет. Все на великах гоняют, это нормально. Здесь очень много приезжих, вот, особенно ярмарки, вот эти блошиные маркеты по субботам все украинцы, обычно приходят. Все русские, все пришли туда. Мы ходим только здрасте, здрасте,
И такая речь. Итальянцы, французы, немцы, англичане, русские, украинцы, поляки, боже, цыгане. Все собрались, все. И все. Да, такое... было весело. Было весело, да. Вот. Ну, в общем, спасибо за внимание.